Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова этой ночью проинспектировала столичные дороги. Посмотрела, как работает снегоуборочная техника, оценила масштабы и качество уборки. Ежедневно на городскую свалку грузовики вывозят до 2000 кубометров снега, и это при том, что зима еще толком не началась. По ночному городу вместе с градоначальником проехала и Ксения Лосева. 40 машин днем, ночью еще больше. Сыктывкарское дорожное хозяйство в таком режиме работает ежедневно. Техника расчищает снег, подсыпает песком, убирает тротуары, пешеходные переходы. За рулем настоящие мастера. Авторитет, конечно, у нас тут большой. Старший инспектор предрейсового осмотра Людмила Злобина на предприятии 35 лет. Мимо нее ни один больной не проскочит. Измеряет водителям давление, температуру и, не дай бог, найдет остаточный алкоголь. Сразу на отстранение. Мы проверяем наличие состояния здоровья, чтобы водители, механизаторы выезжали на работу вполне здоровыми, без никаких отклонений, чтобы не было при наличии обнаружения водителей по состоянию здоровья, мы сразу отстраняем от управления транспортом. А это диспетчерская, оперативный штаб дорожного хозяйства. Сюда поступает вся информация о состоянии городских дорог. Здесь точно знают и внимательно следят, где находится каждый трактор, грейдер или самосвал. Солярку уж точно не сольешь. Служба у нас круглосуточная, и день и ночь мы работаем. Принимаем заявки от населения, стараемся сразу оперативно на них реагировать. Для этого у нас есть возможность отслеживать технику, которая находится у нас на выезде, как они работают, где в данный момент находятся. На уборку города от снега выезжают ближе к полуночи, когда в городе мало машин. Маршрут заранее известен, на участках временные знаки. Вся техника работает в связке. Грейдер формирует вал, шнек загружает снег в самосвалы, а те увозят на полигон. Ну, как отметили мои мастера, мы еще не разогнались и укладываем, перевозим на полигон порядка около 2000 кубометров. То есть ежесуточно, да, то есть количество будет естественным образом нарастать. Ну, все знаете, снег в принципе начал падать совершенно недавно, но его уже очень много. Особое внимание улицам первой категории, тем, по которым ездят маршрутные автобусы. А это почти весь центр города. Расчищают окраины столицы и пригородные поселки. Может, и не так часто, как хотелось бы многим. Работа на тех участках непосредственно, она осложнена как раз-таки, может быть, более суженностью, да, то есть у нас жители, к сожалению, да, то есть они хотят территории земельные свои захватить и сделать побольше, понятно, там детишек, наверное, да, своих, чтобы им было более раздольно, и захватывают территории, которые считаются в полосе отвода дорог, строят дорогостоящие заборы, да, которые нам мешают также качественно производить уборку. Ну и деревенская, скажем, черта, в кавычках, да, то есть возле своего забора что-нибудь уложить, пиломатериал, насыпать дров и так далее. И вот, соответственно, вот техника уборочная, такие как шнекороторы, они выходят из строя. В этом году Сыктывкар закупил 13 единиц техники. Одну отдали в Эжинский район, остальную оставили себе. Результаты работы дорожников лично оценивает мэр города. Дороги стали шире, а снега меньше. Хочу сказать, что у нас муниципальное казенное предприятие, наверное, одно из самых открытых предприятий в городе, которое помимо своих планов на ближайшие несколько дней еще и выкладывает ежедневные фотоотчеты о проделанной работе, не только фото, но еще и видео. Я, по крайней мере, поддерживаю дорожное хозяйство и пытаюсь настроить людей на то, что одномоментно мы весь город убрать, конечно, не можем. Поэтому они и выставляют свои графики для того, чтобы мы знали, что мы в течение определенного времени уберем весь город. Мэр города в целом остается довольна работой дорожного хозяйства. Ее поддерживают и обычные водители. Центральные улицы столицы действительно стали чище и шире. А вот во дворах беда. В каждом дворе каша. То есть, управляющие компании не чистят снег. Убирается, когда после 12, когда меньше машина ездит, тогда начинается. Потому что я езжу ночью, я вижу, они чистят. Тогда нормально. А есть, которые во двор вообще не очень. А тогда нормально. В последнее время, да, получше стало. Даже стали убирать, когда, в принципе, снега-то по минимуму. В предстоящие дни ожидаются снегопады и работы прибавится. Впрочем, даже в новогодние праздники никаких поблажек. Техника дорожного хозяйства столицы будет работать по обычному графику. Ксения Лосева, Алексей Корчма, Олег Костромин, телеканал Юрган.